Если подвести итог сегодняшнего мероприятия, еще раз обращаю внимание, есть обращение ряда организаций, 14 организаций, в первую очередь это Совет старейшин, Союз интеллигенции, обращение к спикеру парламента, провести внеочередную сессию, рассмотреть соглашение по инвестициям. Здесь было уже сказано депутатами парламента, что уже есть еще дополнительно обращение более 18 депутатов парламента к спикеру, чтобы он провел внеочередную сессию, где будет рассмотрен вопрос инвестиционного соглашения. Мы очень рассчитываем, что спикер парламента услышит народ, услышит своих коллег, и в начале следующей недели будет назначена дата внеочередной сессии парламента, где будет рассмотрен вопрос данного инвестиционного соглашения. Понятно, наша позиция, она известна. Мы против ратификации этого соглашения. Мы рассчитываем, что депутаты парламента в большинстве своем поддержат эту позицию. И еще вкратце два слова хотел сказать. Сейчас до сих пор, видимо, вот эта инерция, которую запускал 5 лет экс-президент Аслан Бжани о том, что здесь в Абхазии некие антироссийские настроения, она сегодня в каких-то небольших информационных источниках, она все равно сегодня присутствует. Хочу сказать, что мы выступаем против этого соглашения не потому, что мы антироссийские или анти какие-то. Мы любим свою родину, мы любим свою Абхазию. И я хочу отметить, что данное соглашение прямо нарушает соглашение, подписанное до этого. Это соглашение от 2008 года, базовое соглашение от 2014 года. И если говорить конкретно про инвестиции, есть соглашение о защите и поощрении инвестиций между Абхазией и Россией от 2009 года. А это соглашение, вот это новый проект соглашения, оно прямо противоречит соглашению от 2009 года. Я вкратце зачитаю. 4 статья «Режим инвестиций». Каждая договаривающая сторона обеспечивает на территории своего государства справедливый и равноправный режим инвестициям инвесторов государства другой договаривающей стороны в отношении владения, пользования, распоряжения такими инвестициями. Режим, указанный в пункте 1 настоящей статьи, должен быть не менее благоприятным, чем режим, который предоставляется договаривающейся стороной инвестициям инвесторов своего государства. То есть речь о чем идет? Что режим для иностранных инвесторов не может быть лучше, чем режим для внутреннего предпринимателя. То соглашение, которое нам предлагали, предполагает наиболее благоприятный режим для определенного крупного капитала извне, где они не будут платить косвенные налоги. Им предоставляется в первоочередном режиме земельные участки, подключение к инфраструктуре и так далее. Таких условий нет у наших предпринимателей. Вот почему мы выступаем против этого соглашения. Спасибо.